Библиотека – память человечества, которая хранит знания многих веков и различных народов. Коронавирус хоть и внес свои коррективы в нашу жизнь, однако многие мероприятия приняли онлайн-формат. Так и общероссийский ежегодный праздник День библиотек проходит в онлайн-формате, чтобы продолжить дистанционное общение между пользователем и читателем. В онлайн-трансляции приняли участие многие представители Министерства культуры и директора различных библиотек. Обсуждались различные вопросы, начиная от самого праздника, заканчивая планом возвращения учреждений к рабочему процессу. Онлайн-марафон стал отличной возможностью поддержать и поздравить друг друга, а главное — повод увидеться хоть и дистанционно с коллегами и любимыми читателями. Библиотеки по-прежнему находятся в активном диалоге со всеми своими читателями. И мы абсолютно уверены в том, что библиотека всегда останется местом с особенной атмосферой, в центре внимания которого находятся книги. Книги и читатели, которые очень трепетно любят, ценят и берегут друг друга. В мире знаний и тишины можно провести время интереснее и полезнее, чем в самой веселой компании. Для этого в нашей республике есть более 50 библиотек. Одна из них – национальная имени Джамалдина Яндиева, которая, несмотря на карантин, продолжает работать дистанционно. На сайте библиотеки создана большая уникальная база данных. Во-первых, это и база данных выдающегося ингушского поэта Джамалдина Яндиева, имя которого носит библиотека. У нас очень интересная база данных об поэте Али Хашагульгове и много других ресурсов. На сайте нашей библиотеки можно найти полнотекстовые сборники проекта Национальной библиотеки «Библиотечка поэзии». Фонд Национальной библиотеки – это почти 150 тысяч экземпляров документов на всех видах носителей. Это универсальная литература по всем отраслям знаний. Но самое главное богатство – это уникальный краеведческий фонд. Здесь хранится максимально полное собрание документов по Ингушетии, редкие архивные коллекции в традиционном и электронном виде. В Национальной библиотеке разработана программа инновационного развития, в рамках которой действует много просветительских проектов. Создано несколько новых отделов. Это и функционирующий уже несколько лет отдел «Доступная среда» по работе с незрячими и слабовидящими пользователями. С праздником поздравил библиотекарь и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Сердечно поздравляю всех работников библиотечной системы Республики Ингушетия с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек. Во все времена библиотека была местом сбора, хранения и поиска всевозможных сведений, центром духовной и культурной жизни общества, местом общения и полезного досуга. Благодаря каждодневному труду библиотекарей сохранились и передавались из поколения в поколение культурные ценности и традиции народа, связывающие его прошлое и настоящее. Сегодня библиотеки республики, используя в своей работе современные информационные технологии и новейшие методы работы, проводят всевозможные форумы и круглые столы, научно-практические конференции, лекции и выставки. Эта работа способствует популяризации книги и формированию культуры чтения, приобщению подрастающего поколения к образованию, сокровищам мировой культуры, обеспечивает живую связь времен и поколений. Своим кропотливым трудом вы способствуете решению важных образовательных задач, возрождению традиций чтения, развитию духовности и культуры нашего народа. Уважаемые библиотекари, примите слова искренней благодарности за ваш добросовестный и вдохновенный труд, за любовь к своей профессии. От всей души желаю вам новых профессиональных успехов, ярких идей и интересных творческих проектов, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям. На сегодняшний день Россия может похвастаться огромным количеством библиотек, но по праву самой красивой и уютной считается Российская национальная. Это одна из первых публичных библиотек в Восточной Европе, крупнейшая в мире и вторая по величине фондов в стране. День библиотек – праздник достаточно молодой. Впервые в России его отметили в 1995 году. Дата 27 мая тоже выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1795 году, в России была основана первая библиотека, которая называлась Императорской. Именно библиотеки стали символом культуры и образованности народа, ведь здесь можно найти любую необходимую информацию.
Знаменитая фраза «не подскажете, как дойти до библиотеки» в современном обществе почти забыта. Теперь все перешло в онлайн-формат. Так, например, вот такие электронные библиотеки, где книги можно скачать одним кликом по QR-коду. Но библиотеки останутся востребованы до тех пор, пока есть люди, которые любят читать бумажные издания. Ну а если же вы не знаете, какую книгу прочитать, вам помогут опытные библиотекари. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.